попрошу сперва показать видео, потом уже я буду говорить. Von März 1965 bis Juni 1980 wurden in Baschkortostan 7 unterirdische Atomexplosionen durchgeführt, von denen viele noch immer geheim sind. 5 Explosionen dienten der Steigerung der Ölproduktion, 2 der Entsorgung von giftigen Abfällen. Die Explosionen fanden in dicht besiedelten Gebieten wie Sterlitamark, Ishimba und Salavat statt. Zum Beispiel fanden im März 1965 die Explosionen Bhutan I und Bhutan II statt, was einen internationalen Skandal auslöste, als seismografische Messungen auf Alaska unterirdische Erschütterungen registrierten. Die Weißen Meere bei Sterlitamark sind künstliche Gruben, in die salzhaltiges Wasser von einer Sodafabrik abgeleitet wird und mehr als 460 Hektar bedecken. 1990 ereignete sich in Ufa eine Phenolkatastrophe, als ein Phenolleck die Schugurovka-Fluss vergiftete und zu einer Massenvergiftung der Stadtbewohner führte. Die Chemiewerke in Baschkortostan wie in Salavat, Sterlitamark und Ufa sind große Quellen der Luftverschmutzung. Diese Städte gehören zu den am stärksten verschmutzten in Russland. Der Sibai-Steinbruch, einer der tiefsten der Welt, ist eine Quelle der Luftverschmutzung aufgrund des Brandes in den Bergwerken und der Freisetzung von Schwefelwasserstoff. Die Bewohner von Sibai protestieren dagegen. In Baschkortostan wird weiterhin illegal natürliche Ressourcen abgebaut, was zu Protesten führt, wie in Ishmurtsino, wo der Aktivist Fail Alsinov für seinen Einsatz zum Schutz der Natur verurteilt wurde. Die Schikans von Baschkortostan, die geologische und heilige Bedeutung haben, sind durch Sodafabriken bedroht. 2020 gewannen die Verteidiger von Kushtau trotz Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Vom 15. bis 17. Januar 2024 fanden in Baimak Proteste zur Unterstützung von Alsinov statt, was zu Gewalt und dem Verlust von Menschenleben führte. Von März 1965 bis Juni. Здесь меня зовут Руслан Габасов, я являюсь руководителем комитета Башкирского национального движения «За рубежом» и участвовал в нескольких организациях, наших национальных башкирских организаций, которые занимались защитой прав и интересов башкирского народа, культуры, языка, традиций, а также и, конечно же, экологии. Наша республика Башкортостан – это очень красивая республика, и башкиры, мы сами себя называем башкорты, мы являемся коренным народом, автохтонным народом, который образовался на этой земле несколько тысяч лет назад. Наша республика, она очень красивая, располагается на юге Уральских гор, ее называют «Жемчужина Урала» или по-другому «Вторая Швейцария». Она действительно очень красивая, там горы, леса, водопады, пещеры, скалы и так далее, и так далее. Но помимо того, что она является очень красивой сама по себе, она в ней еще очень много природных ресурсов, конечно, которые всегда привлекали власть, которые хотели на этом заработать. Она обладает газом, нефтью, золотом, медью, ну и огромным, вся таблица Менделеева там есть. В середине 16 века, когда башкирские земли частично вошли добровольно в состав Московского государства, а большая часть была завоевана, с тех пор началась промышленная разработка наших башкирских земель. Колонизаторы, русские колонизаторы начали строить заводы, не спрашивая местное население, выкачивать оттуда ресурсы, ну и, соответственно, переселять туда людей, вследствие чего на сегодняшний момент коренное население башкирств является меньшинством в своей республике. Когда в начале 20 века, в 30-х годах нашли нефть, начался вообще промышленный бум, начались строиться нефтехимические, нефтеперерабатывающие заводы, и, соответственно, еще больше, что принесло еще большую разработку, еще большую промышленную разработку нашей республики. И если обычно в нормальных, развитых странах, если что-то разрабатывается, то, конечно же, местное население от этого получает какие-то льготы, какие-то дивиденды,
то наше местное население ничего не получило, кроме экологических проблем. Например, начиная с, как вот здесь вы видели, с 60-х годов по 80-е годы было произведено 7 ядерных взрывов, подземных ядерных взрывов на территории Республики Башкортостан. Это для чего они делались? Таким способом они взрывали землю внутри, создавая такие резервуары, подземные резервуары, куда потом сливают, до сих пор сливают отходы химических предприятий. Это огромные резервуары под землей. То есть источник, опасный источник, который может в любой момент выйти наружу. Но они уже переполнены, и правительство наше не знает, что с ним делать, продолжает его использовать. Когда он, скажем так, выйдет из своих краев, никто не понимает, никто не знает, как с этим бороться. Также здесь вы видели результаты всех вот этих нефтехимических, нефтеперерабатывающих заводов катастрофа. Это знаменитая фенольная катастрофа в городе Уфе, это столица Республики Башкортостан, в 1989 году. Когда крупнейший завод нефтехимии Химпром, Уфа-Химпром, допустил утечку своей химии, вот этой ядовитой химии, она попала в сточные воды речки Шугуровки, которая питает водозабор города Уфы. То есть откуда пьют воду все жители Уфы. И вся вода в кранах столицы была отравлена. В течение полугода возили в цистернах в миллионный город, и люди, многие отравились, многие заболели. Начались протесты. Это до сих пор такая рана у жителей Уфы, и до сих пор они этого боятся, подобных повторений. Тот завод давно закрылся, но полигон с химическими отходами на территории где-то 143 гектара до сих пор лежит в открытом состоянии, никак она не уничтожается, никак она не убирается, и что с этим делать, правительство тоже не знает. Белые моря, знаменитые Белые моря в городе Стерлитамака, там, где стоит завод БСК Сода, который производит кальцинированную соду, крупнейшую, единственный вообще производитель в России. Это Белые моря, это отходы жидкости от производства вот этой кальцинированной соды, огромные резервуары с водой, которые занимают площадь 460 гектаров. Тоже никто не знает, постоянно сливают, все сливают и сливают, потому что производство растет. А куда и как с этим бороться, как это нейтрализовать, никто не понимает. И вообще надо о этом предприятии остановиться поподробнее. БСК Сода – это предприятие, которое, как я сказал, производит кальцинированную соду. Оно в свое время уничтожило один из красивейших шиханов под названием Шахтау. Это Шахтау, шиханы – это 4 знаменитых на весь мир гор-одиночек, которые образовались в результате, там когда-то было море, 350 миллионов лет назад, это коралловый риф, остатки коралловых рифов. И вот один из таких чудесных, красивейших гор-одиночек было уничтожено, и завод решил, скажем так, начать разработку еще одной горы, следующей Таратау. Я, как я сказал до этого, состоял в национальных организациях, которые занимались защитой не только своих национальных интересов, но и экологии. И мы с ребятами, с друзьями, с нашей организацией организовывали акции протеста, митинги, какие-то флешмобы в защиту этой горы Таратау, Шихана Таратау. Один из самых таких знаменитых, наверное, флешмобов, кто занимается экологией в России, слышали, наверное, это было «Кольцо жизни», так называемое, когда несколько тысяч человек по нашему зову собрались возле этой горы и, взявшись за руки, обняли эту гору, можно сказать, окружили ее живым кольцом. Поэтому она называлась «Кольцо жизни». Эта акция, она прогремела на всю Россию, многие о ней услышали потом впоследствии, что тем самым привлекло внимание к этим шиханам. Потом, когда пришел сегодняшний нынешний глава республики Ради Хабиров, он сказал, что эту гору Таратау мы оставим, а вот другую гору, одиночку, Куштау, мы отдаем в разработку. Конечно же, население республики воспротивилось, потому что для нас не важно, что Куштау, что Таратау, что Юрактау, это 3 горы оставшиеся. Для нас они все важны, все красивые, все уникальные. У башкир связано очень много легенд, различных историй с этой горой, национальных традиций. И, конечно же, жители республики
встали против. У нас организация «Башкорт», которой я был одним из основателей, а второй основатель, это вот здесь показывали Фаиль Алсынов, которого впоследствии потом все-таки арестовали и приговорили к 4 годам. Мы организовывали, наша организация, тоже акции протеста в защиту этой горы Куштау. И все это привело впоследствии к тому, кстати, нашу организацию признали экстремистской и запретили на территории России ее деятельность именно из-за того, что вот мы активно защищали эту гору. Ну, помимо других как бы наших акций. И ее запретили за несколько месяцев до попытки начала активной фазы разработки. Нас запретили в мае 2020 года, а уже в августе 2020 года начали вырубать лес на горе Куштау, чтобы начинать взрывы, чтобы начинать ее взрывать. И тогда народ вышел, и здесь вы видели борьбу, когда с голыми руками народ собрался, несколько тысяч человек, дрался с ОМОНом, голыми руками разорвал, можно сказать, колючую проволоку, которая огородили эту гору, и победил. Что удивительно, вот коллега здесь говорила о том, что были какие-то победы, на территории России, но удивительно, что не упомянул эту самую, наверное, знаменитую победу в 2020 году, когда власти отступились от горы Куштау, признали его памятником природы, как и все остальные вот эти шиханы, и гора была спасена, народ тогда победил. Впоследствии, конечно же, власти очень, так как народ, еще раз говорю, прям оказывал силовое сопротивление ОМОНу, Росгвардии, титушкам так называемым. Титушки — это нанятые за деньги спортсмены, уголовники, которые нападали на экозащитников. И власть этого не простила и впоследствии начала преследовать защитников Куштау. Было несколько уголовных дел. И вот одно из таких преследований, это вот здесь Фаиль Алсынов, который здесь на видео был. Это председатель организации «Башкорт» в прошлом. Я там был первым заместителем председателя. Его в итоге, так как у нас очень часто в Заурале, как я говорил, красивая природа, но имеет очень много подземных богатств, карьеры. Очень часто пытаются разрабатывать карьеры, добывая оттуда золото, медь и так далее. И жителям местным это не нравилось. Потому что после себя вот эти фирмы, которые занимались этой разработкой карьеров, оставляли лунный пейзаж. То есть они добывают вот это вот богатство и оставляют такой, какой есть земля. То есть изуродованный, раскуроченный, не производя рекультивацию. Тем самым уничтожая паевые земли, посевные угодья, там, где скот пасут у жителей местных. Жители начали протестовать, собираться на сходы, говорить об этих проблемах. На одних из сходов вот Фаиль Алсынов, выступая, говорил, критикуя власть, защищая природу на башкирском языке. Эту его, скажем так, речь перевели на русский язык, исказив, и обвинили в экстремизме. Как вот Александр сказал, это любимая статья, которая любит обвинять всех практически экологов, вообще защитников природы. Обвинили в экстремизме и посадили на 4 года. Во время, когда произошел суд, несколько тысяч, около 5 или 6 тысяч человек в лютый мороз, в 30 градусов пришли поддержать его. ОМОН начал пытаться силой разгонять, и произошли столкновения, массовые столкновения, которые шли весь день, народ сопротивлялся. Все это привело к тому, что на сегодняшний момент более 85 человек посажены в тюрьму в результате этих событий. Там есть женщины, там есть пожилые женщины. Им всем, скажем так, вменили статью массовые беспорядки, кому-то организацию массовых беспорядков. И фотографии этих всех людей вы сможете увидеть вот в том здании, они висят на стене, их фотографии всех этих людей, они есть. Там же и фотографии моего родного брата, сегодня ровно год, как его посадили, только за то, что он является моим братом, и то, что я таким способом пытаются давить на меня, чтобы я прекратил свою политическую деятельность. Вот, наверное, что я хочу сказать. В конце я хочу сказать о том, что, еще можно добавить, здесь, конечно же, было такое событие, как Сибайский карьер. Это самый крупный карьер, выработанный карьер в Европе. Оттуда достали медь, а город, возле которого находится этот карьер Сибай, как он был, скажем, депрессивным, так он и остался. Но зато впоследствии, в
в этом карьере начал гореть торф, и серный газ, который начал оттуда выделяться, начал травить людей. Люди тоже вышли тогда на протесты, начали возмущаться. Все это вот привело к тому, что наших экозащитников преследуют в республике нещадно, сажают очень сильно. Буквально на днях посадили еще одного защитника Куштау на 9 лет, бывшего члена организации «Башкорт», только за то, что он был когда-то в этой организации. То есть начали преследовать. Я хочу с вот этого своим выступлением сказать, что вот здесь в Европе очень мало знают вообще о национальных республиках, о народах, которые населяют Российскую Федерацию, считая, что там живут в основном одни русские. Да? Нет, там не живут не только одни русские, там живут множество других народов. И наш народ по европейским меркам, вот башкиры, допустим, мы достаточно крупные, у нас 1,5 миллиона. И у нас на сегодняшний момент наибольшее количество политических заключенных среди всех других народов Российской Федерации. Больше 100 человек. И было бы хорошо, конечно, чтобы европейские политики, европейские правозащитники обращали внимание не только на политических заключенных из Москвы, известных, но и обращали внимание на политических и экологических заключенных из других регионов, из национальных республик. Как я сказал, и вот даже просто как пример, вот эти по баймакским событиям заключенные, которые сегодня сидят, больше 80 человек, там все башкиры. И множество семей сегодня, многодетных семей, осталось без средств существования, и никто им не может помочь. Им помогают только сами же местные жители, помогают, собираясь как-то деньгами. А фонды, здесь правозащитные, европейские фонды, было бы хорошо, чтобы они обратили внимание на это и как-то смогли помочь этим семьям, которые остались без средств существования, мало того, еще с клеймами, какая-то власть пытается клеймить как врагов народа. Вот на это хочу обратить внимание, и на этом, наверное, закончу я. Спасибо большое.